Уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, приглашенные, открывается заседание диссертационного совета по направлению 8D062 телекоммуникации, 8D06201 радиотехника, электроника и телекоммуникации при некоммерческом АО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Прошу ученого секретаря огласить явочный лист и наличие кворума. Добрый день, уважаемые коллеги. Кворум. Постоянный член диссертационного совета всего 4, присутствует офлайн 4. Временный член диссертационного совета всего 3, из них 1 присутствует офлайн, 2 онлайн. Рецензенты всего 2 человека, 2 онлайн. Итого все члены диссертационного совета присутствуют, кворум есть. Так, кворум имеется. Заседание правомочно. На повестке дня повторная защита диссертации Бакирова Ахата Серикулы на тему разработка теоретических основ, методы противодействия, формам информационной войны, представленные на повторную защиту в форме серии статей в соответствии с пунктом 5.1 правил присуждения степеней. Форма защиты открытая, с онлайн-трансляцией, рабочий язык защиты русский. Слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета для характеристики соискателя, представленных документов и соответствия их нормативным требованиям. Сведения о соискателе. Бакиров Ахат Серикулы, 93-го года рождения, гражданин Республики Казахстан, окончил НАО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева по специальности 6D07-1900 радиотехника, электроника и телекоммуникации. Приказы о зачислении в докторантуру, завершении обучения и утверждении темы диссертации, номер протокола 280 от 28 августа 2017 года, а также номер протокола 161 от 23 октября 2017 года. Также номер протокола номер 350К от 30 июня 2020 года. В аттестационном деле Бакирова Ахата Серикулы имеются заявление на имя председателя диссертационного совета, отзыв отечественного научного консультанта Сулейменова Ибрагим Исеновича, доктора химических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник РО Национальной инженерии Академии Республики Казахстан. Также имеется отзыв зарубежного консультанта Габрилиана Олега Ашавировича, доктор философских наук, профессор, Крымский федеральный университет имени Вернадского, город Симферополь. Также имеется диссертационная работа, представленная в виде серии статей, а также аннотация на казахском, русском и английском языках. Список научных трудов и их копии, заверенные ученым секретарем вуза. Выписка из протокола расширенного заседания кафедры телекоммуникационной инженерии НАО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Копия диплома о высшем образовании, копия диплома об академической степени магистра, копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры по специальности 6D07-1900 радиотехника, электроника и телекоммуникации. Выписка из протокола ученого совета НАО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева об утверждении темы диссертационной работы. Заключение этической комиссии. Личный листок по учету кадров, заверенный круглой печатью. Все документы соответствуют требованиям Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан о присуждении степени доктора философии PhD. Сведения о форме предоставленной и повторной защите.
Диссертация Бакирова Ахата Серикула ранее выносилась на защиту в диссертационном совете по данной специальности. Решением комитета протоколом номер 87 от 18 января 2024 года диссертация отправлена на повторную защиту. В соответствии с пунктом 35 типового положения о диссертационном совете соискатель направил диссертацию на повторную защиту. При повторной защите работа представлена в форме серии статей в смысле пункта 5-1 правил присуждения степени. Перечисление статей и патентов. Основные научные результаты соискателя опубликованы в 6 статьях в журналах 1 и 2 квартала Web of Science, GCR и подтверждены одним патентом Республики Казахстан. Все материалы по защите, аннотации, список публикаций, отзывы консультантов и официальных рецензентов размещены на интернет-ресурсе университета и Коксон в установленные сроки. Официальные рецензенты назначены решением диссертационного совета. Первое – это Тойгажинова Айнур Жумакановна, PhD, директор Института энергетики и цифровых технологий, АЛТ университет имени Мухамеджана Тынышпаева. Второе – Аманжолова Сауле Токсановна, кандидат технических наук, ассоциированный профессор, директор школы кибербезопасности ТО Астана IT University. Письменные отзывы официальных рецензентов представлены и заверены по месту работы, вручены соискателю не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты. Соответствие нормативным требованиям. Заключение этической комиссии положительное. Качество и уровень публикации по теме диссертации соответствуют требованиям пункта 5 и 5.1 правил присуждения степени и превышают минимальные нормы. Таким образом, представленные материалы в полном объеме отвечают действующим нормативным требованиям и препятствий для проведения повторной защиты диссертации Бакирова Ахат Серикула не имеется. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо. У членов совета есть вопросы к ученому секретарю по справке? Есть вопросы, да? Если нет, то разрешите мне продолжить дальше. Значит, давайте. Регламент защиты. Значит, доклад соискателя до 20 минут. Вопросы соискателя, по 2 минуты. В среднем на это было 20 минут, мы там 25 смотрим. Да? Выступление научных консультантов до 10 минут. Выступление официантных рецензентов тоже до 10 минут. Ответы соискателя от 5 до 10 минут. Выступление членов диссертационного совета и присутствующих от 5 до 7 минут. Заключительное слово соискателя до 10 минут. Закрытая часть, голосование где-то 10 минут. Значит, мы планируем где-то час 40, 2 часа. Наберите. Так. Временными советами, членами диссертационного совета являются Чико Ирина Валерьевна, PhD профессор, сеньор. Так, это Рижский технический университет. Головин Владислав Викторович, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры радиоэлектроники и телекоммуникаций, Высшая технологическая школа, Севастопольский приборостроительный институт, Севастопольский государственный университет. Терехов Алексей Геннадьевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института информационных и вычислительных технологий КН МВРК. Так, постоянные члены. Байкенов Александр Сергеевич, КТН профессор кафедры информационной инженерии. Карибаев Бейбут Абдикаревич, PhD, старший преподаватель кафедры электроники и астрофизики КАЗНУ. Разалиева Сандугаш Кудайбергеновна, PhD, ассоциированный профессор кафедры аэрокосмической и электронной инженерии. Нургизат Иркибулан Саметулы, PhD, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой аэрокосмической и электронной инженерии. Вот это состав диссертационного совета. Так. Уважаемые коллеги, с учетом представленных материалов, заключения комиссии и соблюдения всех формальных требований, диссертационный совет считает возможным
Провести повторную защиту диссертации Бакирова Ахата Серикулы. Уважаемый Ахат Серикулы, вам предоставляется слово для изложения основных положений диссертации. Просьба придерживаться регламента. Хорошо, спасибо. Представляю вашему вниманию диссертационную работу на соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D071900 радиотехника, электроника и телекоммуникации на тему разработка теоретических основ и методов противодействия современным формам информационной войны. Научные консультанты Сулейменов Игорь Демисенович, Габриэлян Олег Ашавирович. Работа представлена в виде серии статей. Работа была выполнена в НАО АОС имени Гуамвека Дуркеева. Была проведена защита в диссертационном совете АОС в сентябре 2023 года. По результатам рассмотрения экспертным советом в январе 2024 года была отправлена на повторную защиту. Вот теперь выхожу на повторную защиту. Так как защита повторная, в первую очередь хотел бы обратить внимание на исправление замечаний экспертного совета. На слайде представлена таблица, где слева указаны замечания, рекомендации экспертного совета, справа то, как мы их исправили или учили, а именно, диссертационная работа представлена в виде серии статей, изменять тему запрещено по правилам НВО РК после первого года... Изменять тему запрещено по правилам Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан после первого года обучения. Положения приведены в соответствии с научным направлением. Диссертационная работа выполнена в рамках проекта с госбюджетным финансированием, соответствующая информация отражена в аннотации. Каждое выносимое на защиту положение доказывается в публикации в рейтинговом научном издании, входящем в первый и второй квартиль JCR Web of Science. Имеется практическое значение, что подтверждается патентом. Также в тексте аннотации предоставлены рекомендации по использованию научных выводов. Теперь приступим непосредственно к самой презентации. Целью диссертационного исследования является создание теоретико-алгебраических основ методов противодействия современным формам информационной войны, осуществляемых на уровне воздействия на социокультурный поток. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи. Разработать метод приведения операций многозначной логики к алгебраическим выражениям для случая, когда не существует возможности установить однозначного соответствия между числом переменных многозначной логики и числом элементов поля Гауа, а также осуществить проверку данного метода с использованием электронных схем, реализуемых при помощи специализированных программных продуктов. Разработать алгоритм для последовательно-параллельного процессора, построенный на системе остаточных классов с использованием первых 4 квазимерсеновских чисел, и осуществить проверку данного метода при помощи специально разработанных электронных схем. Разработать метод построения базисов цифровых ортогональных функций, позволяющих привести операцию вычисления цифровой свертки к вычислению парциальных сверток, каждый из которых отвечает определенному полю Гауа. Распространить метод нестандартных алгебраических расширений, основанный на использовании дополнительных формальных уравнений на случай, отвечающий трехмерному пространству с использованием приводимых алгебраических уравнений. На основе обобщающего анализа современных форм информационной войны и прогнозов в данной области продемонстрирует, что решение задач, связанных с противодействием современным формам информационной войны, в том числе требует разработки новой алгоритмической основы вычислительной техники. На основании обозначенных задач на защиту нами выносят следующие положения. Метод проведения операций многозначной логики к алгебраическим выражениям с использованием алгебраической дельта-функции и операций цифрового логарифмирования, позволяющий корректно определять и компактно задавать эти операции в конечных полях. Алгоритм для последовательно-параллельного процессора, построенный на системе остаточных классов с использованием первых 4 квазимерсеновских чисел, который допускает реализацию в виде электронных схем. Метод алгебраических расширений, который позволяет построить набор цифровых ортогональных функций, обеспечивающих приведение операций свертки к вычислению совокупности парциальных сверток, каждый из которых вычисляется в отдельном поле Гауа. Метод нестандартных алгебраических расширений, основанный на использовании дополнительных формальных решений приводимых уравнений, распространенный на случай, отвечающий трехмерному пространству.
Демонстрация того, что решение задач, связанных с противодействием современным формам информационной войны, в том числе требует разработки новой алгоритмической основы вычислительной техники. Практическая ценность работы и рекомендации по использованию выводов. На основе предложенного метода цифрового алгоритмирования получен патент Республики Казахстан. Методы позволяют создавать цифровые процессоры и ЦОС-модули, работающие с многозначной логикой и парциальными свётками. Полученные математические конструкции применимы в анализе сложных информационных потоков, распознавании паттернов, системах обработки изображений, УАВ-навигации и могут быть использованы в технологиях аналитики и мониторинга в сфере информационной безопасности. Разработанные методы рекомендуется применять при проектировании вычислителей и ЦОС-устройств для цифровой обработки сигналов и изображений. Научная новизна. Впервые в диссертационной работе разработан комплекс алгебраических и аппаратно-алгоритмических методов цифровой обработки сигналов, применимых для задач противодействия современным формам информационной войны, в том числе при анализе процессов, затрагивающих социокультурный код общества. Все предлагаемые нами методы и алгоритмы являются новыми. Достоверность. Достоверность. Результаты подтверждены математическими доказательствами, имитационным моделированием и схемотехнической проверкой в CAD-системах. Все положения прошли апробацию в виде публикаций в лицензируемых международных журналах уровня 1-2 квартила Web of Science и в патенте, что подтверждает воспроизводимость и значимость работы. Соответствие направлениям развития науки или государственным программам. Исследования выполнялись в соответствии с утвержденным планом исследований Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и в рамках научных проектов. Личный вклад автора по каждой из статей заключается в самостоятельной разработке базовых алгоритмов и математических моделей. Автор также работал совместно с научными консультантами над постановкой задач и обсуждением результатов исследования в методологическом аспекте. Апробация. Результаты исследований и серии научных статей были представлены для ознакомления в НИИ Академии КНБ-РК, по итогам чего получена положительная лицензия, подтверждающая практическую значимость работы. Прежде чем перейти к техническим результатам, задам общую рамку исследования. Сегодня наблюдается рост геополитической турбулентности и переход к новой гонке вооружений. Но принципиально важно, в этой гонке решающее противоборство все чаще разворачивается не на уровне отдельных изделий и даже не на уровне промышленного масштаба, а на уровне науки, на уровне выбора исследовательских парадигм, стандартов, методов и направлений развития. Именно поэтому основной театр действий современных информационных воздействий смещается в научно-техническое сообщество. В нем формируются представления о том, какие подходы считать перспективными, какие неработающими, какие методы войдут в стандарты, что станет частью образовательных программ, какие темы получат финансирование и инфраструктуру. Фактически конкурируют научные проекты и образы будущего, а влияние на эти процессы становится инструментом стратегического уровня. В условиях цифрового общества формирование образа будущего – это тоже научная задача, и она решается только комплексно, через связку гуманитарных, естественно-научных и технических знаний. Чтобы дальше говорить предметно, я использую условное деление на 3 этапа эволюции роли науки в обеспечении безопасности. Этап 1.0 – классический. Наука работает на задаче непосредственного боя и обеспечения войск, баллистика, связь, навигация, логистика, центры, отдельные объекты и тактические решения. Этап 2.0 – индустриально-системный. Наука становится фактором стратегического масштаба. Промышленность, инфраструктуры, системы управления, радиоэлектронные средства. Сюда же относится создание оружия массового поражения, где фундаментальная физика и инженерные технологии формируют новый уровень сдерживания. Сегодня формируется этап 3.0. На передний план выходят цифровые коммуникационные среды и искусственный интеллект, встроенный в киберфизические и информационные системы. Объект воздействия смещается на общество как систему, включая механизмы, связанные с социокультурным кодом. Поэтому конкуренция разворачивается между научными проектами и парадигмами. Какие принципы заложены в вычислениях, обработку сигналов и алгоритмы, которые работают с потоками данных и управляют решениями в реальном времени. Отсюда методологический вывод. Такие задачи невозможно корректно решать в рамках одной дисциплины. Нужна конвергенция естественно-научного уровня, оснований и моделей, инженерного уровня, связь, СОС, вычислители и социально ориентированного уровня, интерпретация социокультурных механизмов. Именно это позволяет перейти от общей рамки к измеряемым проявлениям в телеком-среде и дальше к технологическим методам противодействия. При этом важно понимать, что научно-образовательные и экспертные системы в природе инновационны. Классификации, специальности, процедуры экспертизы и язык описания результатов формировались под более дисциплинарную науку. Это нормальное свойство больших систем.
Поэтому дальше я сознательно переведу озвученную ранее широкую рамку в максимально понятный формат через требования язык специальности RED. И покажу, как конкретно алгебраические примитивы, методы ЦОС и аппаратно-ориентированной архитектуры собираются в контур мониторинга, детекции и оценки рисков в телекоммуникационной среде. В современных условиях ключевой вектор информационной войны смещается от классической пропаганды к более глубокому уровню, воздействию на социокультурный код страны-мишени. Под социокультурным кодом здесь понимается устойчивую структуру коллективных смыслов, ценностей и норм, которые определяют интерпретацию событий обществом и, как следствие, поведение больших групп. Важно еще раз все же отметить, что в работе используется междисциплинарная ноосферная рамка, позволяющая рассматривать этот код не только как гуманитарные понятия, но и как объект, имеющий измеримые проявления в информационном обмене и коммуникациях. Далее принципиальный момент. Сегодня происходит сращивание человека и цифровой среды, формируется социотехническая человеко-машинная система. Телекоммуникационные платформы и каналы связи становятся не просто транспортом сообщений, а фактической средой существования и воспроизводства коллективных смыслов. Именно там формируются и тиражируются нарративы, именно там массово закрепляются интерпретации. Поэтому противодействие современным формам информационной войны неизбежно должно уметь работать на уровне телекоммуникационных систем, то есть уметь выявлять воздействие непосредственно по структуре и динамике телеком-потоков и цифровых медиапотоков. С инженерной точки зрения это означает необходимость автоматизированного мониторинга и анализа. Нужно не просто видеть сообщения, а выявлять закономерности, корреляции, устойчивые паттерны и признаки координации, оценивать интенсивность и риск воздействия. Но здесь возникает методологический барьер. Такие задачи плохо сводятся к бинарной логике, потому что человеческое мышление и коллективная смысловая динамика в принципе многозначны. Речь идет о градациях, вероятностях, степенях доверия, интенсивности влияния и тому подобное. Следовательно, требуется вычислительный аппарат, который позволяет оперировать многозначной логикой так же естественно, как сегодня оперирует двоичной, на уровне прямых, алгоритмизируемых и, что важно для RED, аппаратно-ориентированных алгебраических вычислений. Отсюда и основной вывод, который связывает рассматриваемую задачу с специальностью. Обнаружение и оценка информационных воздействий должны выполняться на уровне телекоммуникационных потоков и цифровой обработки сигналов. Для этого нужен контур ЦОС плюс многозначное вычисление и, соответственно, развитие теоретики алгебраической основы вычислительной техники и специализированных аппаратных решений для быстродействия. На этом слайде показана логика перехода от 5 выдвигаемых нами положений серии к инженерным результатам в рамках специальности RED и далее к прикладным задачам противодействия информационным воздействиям в телекоммуникационной среде. Первое положение задает аппарат многозначных и модульных вычислений, то есть алгебраические примитивы, с помощью которых можно формализовать и реализовать логику детекции в многозначном базисе. В прикладном смысле это используется прежде всего для выявления паттернов и структурных признаков в потоках данных, когда бинарного есть-нет недостаточно. Второе положение переводит вычислительную линию в архитектурный уровень, РНС-подход, и параллельная модульная арифметика позволяет масштабировать вычисления и обеспечивать производительность для обработки больших потоков данных в реальном времени. Третье положение формирует СОС-ядро. Операции свертки и спектральные представления дают инструменты выделения признаков и закономерностей в данных. Четвертое положение расширяет класс задач на пространственные и мультимодальные данные, что важно для сигналов и цифрового контента, которые составляют значимую часть современной телеком-среды. Пятое положение обобщает результаты в виде алгоритмика аппаратного стека RED, связки алгебраические примитивы, СОС-операторы, архитектуры и вычислительные узлы, ориентированные на быстродействие и реализацию. В правой части показан практический контур задач. Сначала идет мониторинг инфопотоков, затем детекция паттернов и корреляций, и уже после этого оценка риска как интерпретация найденных признаков и основания для выбора режима реагирования. Таким образом, серия положений дает инженерную основу для построения технологических решений, работающих именно на уровне телекоммуникационных систем. Далее, та же логика представлена как архитектура по уровням, где каждому положению соответствует свой функциональный модуль и конкретные публикации серии. Базовый уровень, теоретический синтез, формулируется целевая установка на защиту социокультурного кода и задается общий контур противодействия современным формам информационных воздействий. Статья 6. На этой основе строится вычислительная платформа, доверенная аппаратная база на модульной арифметике и РНС-архитектурах, которая обеспечивает скорость и масштаб обработки потоков данных и пригодна для аппаратной реализации. Это статья 3. Следующий уровень – цифровая обработка сигналов и данных, распознавание и структурная фильтрация цифрового контента на основе методов ЦОС, включая сверточные и спектральные инструменты, которые позволяют выделить признаки и закономерности в потоках. Статья 4. Далее обеспечение устойчивости телекоммуникационной среды воздействием, имеющим физическую компоненту, включая помехи и спуфинг, то есть защита каналов и контуров, измерения передачи. Это статья 5.
Верхний уровень – многозначная логика детекции, алгебраически заданные многозначные правила и предикаты, которые позволяют выявлять характерные паттерны воздействия и их структурные признаки в данных. Статья 1.2 и патент. В такой сборке архитектура связывает вычислительную основу и быстродействие, инструменты ЦОС, устойчивость телеком-среды к физическим воздействиям и многозначную детекцию паттернов, то есть полный технологический контур, необходимый для мониторинга и противодействия информационным угрозам в современной цифровой коммуникационной среде. Теперь, когда общая рамка проведенных исследований задана, приступим непосредственно к положениям. Первое положение формулируется так. Метод приведения операций многозначной логики к алгебраическим выражениям с использованием алгебраической дельта-функции и операций цифрового алгоритмирования, позволяющих корректно определять и компактно задавать эти операции в конечных полях. Положения обоснованы в двух публикациях, которые дополняют друг друга. Первое – Improving the efficiency of using multivariate logic tools, application of algebraic rings, опубликовано в журнале Scientific Reports, первый квартиль JCR Web of Science. Здесь показано, как дельта-функция дает компактное алгебраическое задание многозначных операций, а цифровое алгоритмирование задает удобное представление ненулевых элементов, где умножение сводится к сложению показателей. Вторая статья Formation of Periodic Mosaic Structures Using Operations in Galois Fields, опубликована в журнале Symmetry, второй квартиль JCR Web of Science. Тот же аппарат применяется в прикладной постановке. Дельта-функция используется для построения дискретного алгоритма в поле Гalois и демонстрируется вычислимость перехода элемент-индекс и компактность получаемых выражений. Дополнительно схемотехническая реализуемость подтверждена патентом, где предложен аппаратный узел модульного умножения, реализующий идею цифрового алгоритмирования, перевод умножения в сложение индексов и обратное преобразование. Основная идея заключается в следующем. В многозначной логике операции задаются таблицами истинности. Однако с ростом числа переменных таблицы быстро становятся неудобны для анализа и дальнейших преобразований. Мы предлагаем заменить табличное задание на строгое алгебраическое выражение в конечно-полевой форме, чтобы операция была однозначно определена, компактно записывалась и могла служить основой для построения вычислительных примитивов. Далее сделать так, чтобы ключевые операции, включая умножение, можно было переписать. Далее сделать так, чтобы ключевые операции, включая умножение, можно было переписать через более простые действия, через индексы показателей, не выходя за рамки конечной алгебры. Для этого сначала вводится алгебраическая дельта-функция как селектор значения. Она позволяет алгебраически выделять нужные значения переменной в конечном поле. Затем показывается, что с ее помощью любую многозначную операцию, заданную таблицей, можно разложить в сумму базисных слагаемых и получить компактный полиномиальный вид операции, то есть табличное описание переводится в алгебраическое. Далее вводится цифровое алгоритмирование для ненулевых элементов поля через представление степенями примитивного элемента. Доказывается, что в этом представлении умножение элементов сводится к сложению индексов по модулю размера мультипликативной группы, а значит возникает вычислимый и инженерно удобный механизм задания операций. В результате получаем универсальный метод, который позволяет корректно определять операции многозначной логики в конечно-полевой алгебраической форме, позволяет компактно задавать эти операции выражениями, пригодными для последующих преобразований, дает мозг инженерной реализации. Через цифровой алгоритм операции умножения в конечном поле переходит в операции над индексами, что согласуется с построением аппаратных узлов, что подтверждено схемотехнической постановкой в патенте. Позволяет распараллеливать операции. В качестве примера на слайде приведено представление шестизначной логики через две независимые компоненты, двух- и трехзначную логику. Также приведен пример реализации такого метода с помощью CAD-системы. Вторым выносимым на защиту положением является алгоритм для последовательно-параллельного процессора, построенный на системе остаточных классов с использованием первых 4 квазимерсеновских чисел, которые допускают реализацию в виде электронных схем. Данное положение было доказано в статье Prospects for the Use of Quasi-Mersenne Numbers in the Design of Parallel Serial Processors, опубликованной в журнале Applied Science, входящем в первый квартир JCR Web of Science. Основная идея – взять систему остаточных классов как арифметическую основу и выбрать модули квазимерсеновского числа вида 2 в степени k плюс 1. Базовый набор модулей задается первыми 4 квазимерсеновскими числами 3, 5, 17, 257, что дает диапазон порядка 2 в 17 степени, что сопоставим с 16-битным процессором. Далее мы не ограничились алгоритмом, а довели его до схемного уровня. В статье показано, что как модульные операции раскладываются на типовые узлы, а ключевой строительный блок
триггерный сумматор по модулю 2 в степени k плюс 1, представлен в виде функциональной схемы, то есть алгоритм однозначно транслируется в электронную схемотехнику. Таким образом, получен алгоритм последовательно параллельного RNS-процессора на квазимерсеновских модулях и показано его прямое схематическое представление, то есть положение 2 подтверждено не декларативно, а на уровне конкретной архитектуры узлов. Далее мы приводим в сравнение предлагаемой архитектуры с классическим 16-битным процессором. Классическая двоичная арифметика опирается на последовательные переносы, а RNS-вычисления организованы как параллельные независимые потоки по модулям, поэтому меняется сама структура вычислительного процесса. Сравнение привязано к тому, что реально следует из архитектуры по задержкам. В классических процессорах критический путь задается каскадом переносов, а в RNS глубиной модульного канала, без глобальной цепочки переносов на весь разряд. По диапазону классический 16-битный процессор имеет 65536 значений. Предложенный вариант на наборе модулей задает сопоставимый уровень. По сложности операций вместо последовательных переносов получаем независимые модульные вычисления. По реализации используются типовые блоки двоичной логики и повторяемые одноразрядные узлы. Масштабирование достигается добавлением модульных каналов и типовых блоков, а не полной переработкой схемы. Предложенный алгоритм не только задает вычисления в RNS, но и демонстрирует конструктивную повторяемую схемную реализацию. Следовательно, он допускает реализацию в виде электронных схем, как и сформулировано во втором положении. Такой процессор может быть полезен в нейросетевых вычислениях, криптографии, обработке сигналов и других задачах, где необходимы устойчивые и масштабируемые вычисления в реальном времени. В третьем положении на защиту выносится метод алгебраических расширений, который позволяет построить набор цифровых ортогональных функций, обеспечивающих приведение операций свертки к вычислению совокупности глоциальных сверток, каждая из которых вычисляется в отдельном поле Гауа. Данное положение было доказано в статье Application of the Algebraic Extension Method to the Construction of Orthogonal Bases for Partial Digital Convolutions, опубликованной в журнале Algorithms, входящем во второй квартил GCI Web of Science. Одним из ключевых направлений современной цифровой обработки сигналов является свертка, операция, лежащая в основе работы фильтров, нейросетевых архитектур и спектрального анализа. Однако стандартная цифровая свертка, построенная на основе преобразования Фурье в поле Гауа, требует строгого соответствия между длиной сигнала и порядком поля. Это ограничивает ее применение в практических задачах. Нами предложен альтернативный метод – переход от полной свертки к совокупности парциальных сверток, каждая из которых вычисляется в отдельном поле Гауа. Такой подход стал возможен благодаря построению цифровых ортогональных базисов с использованием алгебраических расширений. В результате обработка сигнала сводится к работе с независимыми компонентами, каждый из которых адаптирована под свою структуру поля. В статье это показано на конструктивном примере. Значение свертки рассматривается в кольце поля Гауа 35, что позволяет разложить задачу на две независимые компоненты GF5 и GF7 через идемпотенты, а затем вычислять свертки спектрально в расширенных полях GF5 в квадрате и GF7 в квадрате. При этом базисы приводятся к одинаковой длине периода 24. После перемножения спектров в каждом поле выполняются обратные преобразования, а итоговая свертка собирается из парциальных результатов. Как видим на графиках, результаты предложенного метода и метода прямого расчета свертки полностью совпадают. Таким образом, метод алгебраических расширений дает формальный и конструктивный способ перейти от полной свертки к набору парциальных сверток в разных полях Гауа и работать с ними через согласованные ортогональные базисы и парциальные спектры, что открывает путь к унифицированным вычислительным блокам для ЦОС и модели, описываемых частичными свертками. В четвертом положении выносится метод нестандартных алгебраических расширений, основанный на использовании дополнительных формальных решений приводимых уравнений, распространенный случай, отвечающий трехмерному пространству. Данное положение было доказано в статье Prospects for Using Finite Algebraic Rings for Constructing Discrete Coordinate Systems, опубликованной в журнале Symmetry, входящем во второй квартил GCI Web of Science. При описании цифровых структур в трехмерном пространстве возникает необходимость использовать более гибкие средства алгебраического представления, чем традиционные конечные поля. В данной работе предложен метод нестандартных алгебраических расширений, основанный на введении дополнительных формальных решений для приводимых алгебраических уравнений. Этот подход позволяет моделировать координатные и сигнальные структуры в трехмерных пространствах, сохраняя при этом алгебраическую управляемость и совместимость с методами цифровой обработки. Применение метода особенно эффективно в тех случаях, когда структура пространства допускает симметрии или повторяющиеся топологии. В статье метод реализуется так. Допускается переход от поля Гауа к нестандартному расширению с формальным элементом I, заданным приводимым уравнением третьей степени. Это и соответствует трехмерному случаю. Далее из этого элемента явно строятся три взаимно нивелирующих элемента G1, G2, G3, которые после нормировки становятся идемпотентами E и T. Ключевой результат.
Для трехмерного пространства предлагается полный аналог базиса, где роль базисных векторов играют идемпотенты конечного алгебраического кольца, а роль координат элементы поля Гауа P при условии P-1 кратно 3. При этом любой элемент кольца раскладывается в виде z равно z первое плюс z второе e второе плюс z третье e третье. То есть координатное представление становится строгим и одинаковым по мощности для каждой координаты. Прикладная мотивация в статье связана с дискретными координатными преобразованиями и учетом симметрии в цифровой обработке изображений, а также задачами управления роем БПЛА. На слайде представлено визуальное представление перехода от 2D операции как функции на решетке Parix к 3D координаты элемента z1, z2, z3 в расширении. Заключительное положение есть демонстрация того, что решение задач, связанных с противодействием современным формам информационной войны, в том числе требует разработки новой алгоритмической основы вычислительной техники. Данное положение было показано в статье Theoretical Basis of Interaction to Modern Forms of Information Warfare, опубликованной в журнале Computers, входящем во второй квартил JCR Web of Science. Логика здесь следующая. В современных условиях объект воздействия все чаще смещается к социокультурному коду, который проявляется не напрямую, а через цифровую коммуникационную среду, потоки сообщений, реакции аудитории, устойчивые смысловые конструкции и их трансформации. Для описания таких процессов двоичной модели истинно ложь недостаточно. Практически всегда присутствуют градации, смешанные состояния, неопределенность и контекст, то есть естественная потребность в многозначных представлениях. Но как только мы признаем многозначную логику как рабочую модель, возникает инженерный барьер. Ее нельзя надежно применять, пока операции не определены вычислимо и однозначно, а не только описательно или эвристически. Поэтому требуется новая алгоритмическая основа вычислительной техники, которая делает многозначные операции такими же формальными и воспроизводимыми, как двоичные, чтобы их можно было компактно задавать, проверять, переносить между задачами и реализовывать на вычислительных примитивах. Важно, что данная статья выполняет еще одну функцию. Она объединяет и сшивает то, что было изложено в предыдущих положениях, в единую технологическую рамку. То есть здесь показано не отдельное частное решение, а общий контур от формального задания многозначных операций в конечно-полевой алгебраической форме к архитектурным и алгоритмическим механизмам цифровой обработки сигналов и вычислительным примитивам, которые применимы для мониторинга, детекции и интерпретации структур в информационных потоках. Именно поэтому пятое положение фиксирует общий вывод всей работы. Противодействие современным формам информационной войны на уровне цифровых инфопотоков и социокультурного кода требует не надстройки над двоичной логикой, а опоры на новую алгоритмическую базу вычислений, где многозначная логика является полноценным формальным инструментом. В ходе работы был разработан полный теоретико-алгебраический аппарат, обеспечивающий реализацию многозначной логики, цифровой свертки и координатных преобразований в условиях, когда классические методы оказываются неприменимыми. Разработки включают как алгоритмические решения, так и аппаратные реализации. Все методы опробированы в рамках публикаций в журналах уровня 1-2 квартиля и подтверждены результатами моделирования в специализированных программных средствах. Их применение охватывает спектр задач от телекоммуникаций до нейросетевых и криптографических вычислений. Таким образом, предложенные подходы открывают новые горизонты в области цифровой обработки сигналов, где многозначная логика становится не абстракцией, а инструментом практического анализа и воздействия. Конкретно в диссертационной работе было выполнено создание теоретико-алгебраических основ методов противодействия современным формам информационной войны, осуществляемых на уровне воздействия на социокультурный код. А именно получены следующие результаты. Разработан метод проведения операций многозначной логики к алгебраическим выражениям для случаев, когда не существует возможности установить однозначного соответствия между числом переменных многозначной логики и числом элементов поля Гауа, а также осуществлена проверка данного метода с использованием электронных схем, реализуемых при помощи специализированных программных продуктов. Разработан алгоритм для последовательно-параллельного процесса, построенный на системе остаточных классов с использованием первых 4 квазимассивных чисел, и осуществлена проверка данного метода при помощи специально разработанных электронных схем. Разработан метод построения базисов цифровых ортогональных функций, позволяющих привести операцию вычисления цифровой свертки к вычислению парциальных сверток, каждый из которых отвечает определенному полю Гауа. Распространен метод нестандартных алгебраических расширений, основанный на использовании дополнительных формальных уравнений, на случай, отвечающий трехмерному пространству, с использованием приводимых алгебраических уравнений. На основе обобщающего анализа современных форм информационной войны и прогнозов в данной области продемонстрировано, что решение задач, связанных с противодействием современным формам информационной войны, в том числе требует разработки новой алгоритмической основы вычислительной техники. Спасибо за внимание. Так, доклад закончен, спасибо. Теперь приступаем к вопросам. Значит, просьба задавать вопросы
представляться перед вопросом, фамилия, имя, отчество, должность организации. Сначала вопросы задают члены диссертационного совета, затем остальные присутствующих. Пожалуйста. Кто желает задавать Ваш вопрос? вопрос. Пожалуйста. Терехов Алексей Геннадьевич, Институт информационных и вычислительных технологий. Вот сейчас, получается, формат защиты – это серия статей, то есть он как бы изменился. И сами статьи, как они подавались, стали более важны, чем были раньше. Вот в связи с этим вопрос. По положению 2 статья рассматривалась 4 месяца, в отличие от остальных статей, которые там 4-5 вообще очень быстро прошли, а третья 2 месяца, а первую я не посмотрел, к сожалению. Получается, там были какие-то замечания, какие-то обсуждения. Почему 4 месяца? Это довольно много для NDPI журнала, они обычно очень быстрые. Хотя там из рецензентов много, там, по-моему, меньше 4 вообще не бывает. Ну, В чем там? первая статья суть? тоже дольше всех рассматривается. Первый еще дольше был, да? рассматривался. Вот если осветите чуть-чуть момент рецензирования, в Да. чем там было? Ну, Спасибо. хотел бы сказать, что там шли жаркие дискуссии, но там чуть-чуть затянулся базовый процесс рецензирования. Там иногда, к сожалению, люди бывает, они что-то у них происходит. Ну, то есть там не было такого, что прям категорически были противоречия с рецензентами. То есть это был стандартный процесс, просто первичную рецензию нам дали чуть позже, чем обычно. Из-за этого затянулось. Замечания были там, сейчас не вспомню. Ну, Если можно, я добавлю. Замечаний обычно бывает так много, и они настолько временами такие странные, что вот их... Нет, может быть, Учесть. несогласованность. Ну да, может быть, что-то запомнить. нет, там Как вот больше все- формально там надо было по оформлению в основном. И еще тогда, если может быть, второй сразу вопрос. Вот у вас, значит, ну, не допускается как бы положение об угрозе. Вот что такое угроза, не совсем понятно в данном контексте. Да, есть общество социальное, оно как-то видоизменяется, какие-то есть действующие начала там, поскольку Казахстан все-таки маленькая страна, там есть Запад, есть Китай, есть Россия, это все вот как-то трансформируется. А вы говорите о стабильности, вы предполагаете, что стабильность, не изменение, это и есть некоторая как бы цель. Вот что такое угроза и что такое защита? Защита от чего? Да. Если вот разнесите немножко это. Да, спасибо за вопрос. Нет, про стабильность мы не говорим. Если еще отойти чуть-чуть подальше и более глобально рассматривать постановку наших задач, то мы рассматриваем глобально то, что основным полем информационных воздействий на данном этапе является, во-первых, не отдельный человек, а конкретные общности, то есть когда воздействие идет массово, и при этом оно не воспринимается, не может быть оценено каким-то отдельным человеком. И еще, помимо этого, из всех возможных общностей, то есть социумов, мы исходим из предпосылок, что основной мишенью воздействия является научно-техническое сообщество, как определяющее развитие общества в принципе. Все понятно, спасибо. Можно, да, вопрос? Да, пожалуйста. Грибаев Виктор Абдибекович, постоянный член диссертационного совета. У меня вопрос по первому положению. Вот 13 слайд, да, или 14? Можно ли считать вот, предложенный вами метод, это метод перевода операций многозначной логики, из табличного описания в алгебраические выражения? Вот этот метод универсальным для любых многозначных логик, или если нет, каковы его формальные границы применимости? Это первый вопрос по первому положению. Второй вопрос, чем обосновано использование алгебраической дельта-функции в первом положении? Два вопроса. Спасибо большое за вопросы. Так, ограничение ключевое идет, что мы позволяем, то есть раньше преобразования были допустимы для полей Гауа, ограниченных размерностью p. В данном случае мы расширяем до размерности p-1, то есть переходим к возможности использования многозначной логики, которая не соответствует простым числам. То есть это может быть шестизначная, десятизначная логика. Ну, то есть вот такие есть ограничения. Пока это не полностью абсолютно универсальное для всех логик, но это расширение на выход за пределы простых чисел. Это по первому вопросу. И по второму, дельта-функция это является не, скажем, стандартная дельта-функция Дирака там, или Кроникера. Это предложенная нами дельта-функция. Ну,
это все-таки дельта-функция в первую очередь считается как общее определение для фильтра. То есть мы предлагаем дельта-функцию для вот как раз фильтрации, да, грубо говоря, для перевода из табличного вида в алгоритмический вид для многозначных логик. Все, спасибо. Спасибо. Так. Еще вопросы? Можно вы? Розалия Сандерштегерген, постоянный член диссертационного совета. Хацельку, у меня такой вопрос. Первый вопрос, вот так как у вас повторная защита сейчас идет по серии статей, вот конкретно вы выставили 5 положений на защиту, выносимую на защиту, и научная новизна у вас отмечена. Вот первый вопрос такой, сколько конкретно статей вы сейчас, вот количество статей, да, вы именно по этим положениям выставляете на защиту? И я так понимаю, если защита идет по серии статей, каждая статья должна логически быть связана, и она должна, получается, вот то, что вот, да, вот 11-й слайд, по какой статье, какое положение у вас там, новизна выявлена, да? И были ли там сравнительные анализы сделаны? Вот, допустим, положение 1, где вы указываете вот именно вариант операции цифрового логарифмирования, да? Именно там 14 слайд тоже. Здесь вот классические формулы, ваш конкретный вклад. Вот были ли сделан сравнительный анализ, и в какой статье это отражено, и вами получено именно вот, ну, доказательство новизны, где оно у вас? Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь хочу отметить, что максимально связующим и поддерживающим полностью нашу работу является статья 6, которая достаточно объемная, это более 70 страниц, это литературный обзор, который рассматривает вообще в принципе тематику информационных войн, их противодействия, и также отдельным пунктом рассматривает то, что мы именно предлагаем наши решения в рамках многозначной логики. Там как раз приводится их дополнительно, помимо того, что в каждой статье это указано, дополнительно еще в этой статье указывается их актуальность и важность. Так, чуть-чуть. Конкретно здесь наше предложение, да. То, что мы предложили перевести громоздкие, да, таблицы истинности, вот, к примеру, на слайде приведена относительно небольшая таблица истинности для шестизначной логики. Понятное дело, что если чем больше будет уровней выбираемой нами логики, таблица будет становиться все больше и больше. Введенная нами дельта-функция позволяет перейти к компактному алгебраическому виду, вот как на слайде, и уже оперировать в рамках алгебраических выражений, что ближе и знакомо для научной деятельности. Да? То есть не надо оперировать громоздкими таблицами истинности. Все. Спасибо. Так, коллеги, еще есть вопросы? Да, можно было задать вопрос? Пожалуйста. Долгин Владислав Викторович, СИВГУ, кафедра электроники и телекоммуникаций. Вот где-то на 20-м слайде вы рассматривали метод перехода от единой свертки к парциальным сверткам принципа обработки сигналов. Это на самом деле очень интересный вопрос. Судя по вашей публикации, это новый результат. И он интересен, собственно, с точки зрения именно современных развивающихся на сегодняшний день телекоммуникационных технологий, систем 5G, связанных с применением очень сложных, с высокой степенью цифровой компрессии сигналов, которые формируются, в общем-то, в цифровой части базовых станций, и с сложной логикой применяемых в них технологий MIME. Вот, в связи с этим именно вопрос распараллеливания вычислений вот в этой сложной цифровой системе представляет очень большой практический интерес с точки зрения применения многопроцессорных систем или сетевых вычислений. Вот, в связи с этим хотелось бы узнать, вот на основании тех материалов, которые вы представили в диссертации, в вашей публикации, проводили ли вы какую-то общую оценку вот, с точки зрения, скажем так, линейности, повышения производительности процессов обработки информации, с точки зрения машинного ресурса, времени при увеличении количества этих
параллельных процессов 2, 4, 8, 16. Вот такой вопрос интересный. Да, Можно спасибо ли, большое за вопрос. будет ли у нас линейно наращиваться эффективность, вот, и сколько вообще, вот, ну, есть ли некоторый оптимум, можно ли дать вот какую-то общую качественную оценку с точки зрения вот, объема вот этого параллельного процесса? Понял. Спасибо большое за вопрос. В рамках наших публикаций мы не делали прямого сравнения. Нашей основной задачей было подтверждение работоспособности метода, что он позволяет реализовать и что все корректно работает. Даны качественные оценки, что за счет того, что идет распараллеливание вычислений, будет нелинейное увеличение производительности, но там более конкретные примеры — это отдельная полноценная задача, которую пока себе не ставили. Ясно, спасибо. Но в общем материал действительно интересен и, безусловно, имеет большое практическое значение. Спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, еще вопросы есть? Можно, да? Пожалуйста, задавайте. Да, у меня такой вопрос, может быть такой general question, скажем. Вот вопрос, каким образом предложенные вами вот методы многозначной логики, архитектура процессора, да, и по третьему положению разложение свертки, ну, это первые три положения, основные моменты. Свертки могут быть использованы для решения задач противодействия современным формам информационной войны. Понял, спасибо большое за вопрос. Если опять возвращаться к тому, что мы уже обсуждали о общей рамке нашей задачи, на данный момент информационные воздействия существуют, оказываются в рамках человеко-машинной системы, которая образуется путем сращивания, да, человека и современной телекоммуникации. Это, как бы, всем, надеюсь, очевидно, что человек сейчас не может без телефона, он все время с ним, вся его жизнь там, соцсети и прочее. И что вот именно социокультурный код, который является объектом воздействия современных информационных форм, он существует сейчас не только, ну, то есть он существует в данной человеко-машинной системе. А для того, чтобы оценивать, как человеко-машинная система существует, как в ней на нее осуществляются различные воздействия, необходимо понимать, ну, то есть выявлять достаточно быстро, причем возникающие какие-то паттерны воздействий. И как раз приведенные нами предложения, которые позволяют ускорять вычисления за счет использования многозначных логик, дают нам такой результат, что мы можем быстрее определять необходимые нам воздействия в человеко-машинной системе. Вот. Так, еще вопросы? Так, тогда у меня будет вопрос. Председатель Совета Байкинов Ержан Сергеевич. Какой основной вклад в вашей диссертации именно в теоретические основы противодействия информационной войне? Спасибо большое за вопрос. Нами представлен комплекс решений для разработки, да, теоретических основ. Если надо прям свести вкратце к основному главному вкладу, я считаю, это предложенная нами дельта-функция и цифровой алгоритм, которые мы можем использовать для работы с многозначной логикой, алгебраизации ее. И далее во всех положениях, во всех статьях эта дельта-функция используется для, ну, то есть проведения дальнейших расчетов. Да. Если все, то спасибо. Да, спасибо большое. Ваша позиция ясна. У меня еще есть вопрос. Значит, у нас на сайте висит заключение комиссии по повторной защите, где отмечено, что ряд статей имеет опосредственную связь с тематикой информационной войны. Считаете ли вы, что
представленный вами формат защиты в виде серии статей. Что, куда-то звук пропал, да? Что-то тишина. Так можно я повторю. Значит, второй вопрос. Значит, у нас на сайте университета висит заключение комиссии, диссертационного совета. В заключении комиссии по повторной защите отмечается, что ряд статей имеет непосредственную связь с тематикой информационной войны. Считаете ли вы, что представили вами формат защиты в виде серии статей действительно устраняет замечания, высланные ранее по диссертационной работе? Спасибо большое за вопрос. Да, как показывал в самом начале, мы считаем, что представленная серия статей, во-первых, полностью доказывает предложенную нами, то есть закрывает поставленную перед нами задачу и также устраняет замечания экспертного совета, потому что, на мой взгляд, одно из основных замечаний, которое было со стороны экспертного совета, это недоказанность положений. В данном случае доказанность положений подтверждается высокорейтинговой публикацией. А если еще чуть вернуться к вопросу о посредственном отношению, как раз большую часть своего доклада я посвятил общей технологической рамке, в рамках которой мы рассматриваем нашу работу, и что в рамках предложенной нами рамки, прошу прощения, чуть волнуюсь, что в рамках предложенной нами парадигмы каждая из статей закрывает определенный кусок именно работ на разработку теоретических основ методов противодействия. Спасибо, ваша позиция ясна. Еще вопросы, коллеги? Так, ну если вопросов нет, приступаем к следующей части. Это у нас выступление официальных рецензентов. Слово для отзыва представляется официальному рецензенту номер 1. Это у нас Туйгажине Анур Жумакановне. Прошу уважаемую Айнур Жумакановну прокомментировать научный уровень каждой статьи серии и соответствие их теме диссертации, как это предусмотрено типовым положением при защите в форме серии статей. Пожалуйста. Вас пока не слышно. Вам кажется, надо переподключиться. Вы, скорее всего, когда подключались, не дали разрешения на подключение микрофона в браузере. Попробуйте переподключиться, пожалуйста. Может, пока передать слово второму рецензенту. Александр Сергеевич. Да, давайте, у нас там технические причины по первому рецензенту, поэтому давайте предоставим слово второму рецензенту. Так, второй рецензент у нас Аманжулова Савалия Туксановна. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Разрешите предоставить отзыв официального рецензента на диссертацию Бакирова Ахата Серикулы. Тема разработка теоретических основ методов противодействия современным формам информационной войны. Мой отзыв официального рецензента написан на основе ряда критериев. Есть порядка 12 критериев, на которые необходимо 13 это решение, на которые я, изучив именно текущее положение, которое докторант выносил на защиту, хотела бы вам озвучить. Первая тема диссертации. Соответствует ли она направлению в развитии науки? Но данная тема диссертации соответствует именно проектам, которые диссертант указал. Это проект ГР
проект Джазгалым, проект ГФ, разработка, и также, в общем, 3 проекта ГФ и 1 проект Джазгалым. Поэтому данный критерий соответствует полностью. Теперь важность для науки. Работа вносит важность для науки в связи с тем, что разработаны новые практические и теоретические алгоритмические методы. Третий критерий – это принцип самостоятельности. Докторант продемонстрировал высокий уровень самостоятельности. Четвертый критерий – это принцип внутреннего единства. Сегодня мы увидели 5 положений, и эти положения, они друг другу вытекают, друг за другом достаточно хорошо соответствуют, поэтому принцип внутреннего единства, я считаю, что полностью соответствует. Также содержание диссертации отражает тему положений, я считаю, что отражает. Цели задачи соответствуют диссертации, я также считаю, что это соответствует. Все разделы и положения логически взаимосвязаны. Как вы видите, предложения, выносимые автором, это новые принципы и методы, если вы видите, у нас имеются. Следующий критерий – это принцип научной новизны. В данной диссертации существует принцип научной новизны. Есть новые выводы, полностью новые, которые интерпретируют полученный аппарат и интерпретируют полученные алгоритмы. Также есть технологические, технико-экономические, управленческие решения. Я считаю, что данные решения также присутствуют в данной диссертации. Шестой критерий – обоснованность выводов. Обоснованность выводов присутствует в виде доказательств в статьях Q1, Q2, а также они доказаны, они не являются тривиальными, они являются новыми, и уровень их применения достаточно широкий, и в текущей формулировке можно проверить их доказательства в тех статьях, которые предоставил докторант. Следующим критерием является принцип достоверности источников. Я считаю, что источники достаточно достоверны. Результаты диссертационной работы получены с применением современных методов. Это докторант также продемонстрировал. Теоретические выводы являются взаимосвязанными, закономерности доказаны, подтверждены экспериментальным исследованием, а также имеются полностью подтвержденные ссылки на актуальную и достоверную научную литературу. Использовались новые и современные источники для литературного обзора. Следующий критерий – это принцип практической ценности. Диссертация имеет практическую ценность, так как именно математический аппарат, подведенный под данную диссертацию, позволяет исследовать не только методы информационной войны, но и различные виды воздействий и вообще информационные потоки, которые в настоящий момент уже имеют огромное количество, то есть в размере Big Data. Также диссертация имеет практическое значение, и эта вероятность результатов получена также на практике и используется на практике. Предложения для практики являются полностью новыми. Следующим критерием это качество написания оформления, я считаю, хорошее. И замечания у меня отсутствуют. Научный уровень статей достаточно хорошо представлен в виде статей уровня Q1, Q2 в цитируемых журналах с высоким процентилем. И в качестве заключения ходатайствовать перед комитетом присуждения докторанту степени доктора философии PhD. Спасибо. Так, спасибо. Значит, у вас замечаний нет. Двигаемся дальше. Предоставляем слово, надеюсь, микрофон у нас работает, официальному рецензенту Тойгажиновой Айнур Жумакановне. Это звук или Teams? Без ограничений. Нет, он идет у меня здесь.
Приемно слышно? Да, вас слышно. Вы пропали все. Я все слышу. Айнур Жумакановна, вас слышно теперь. А все, вас слышно, да? Все, Тогда я начинаю. слушаем вас. Так, коллеги, добрый день. Я ознакомилась с диссертационной работой Бакирова Ахата Серикула на тему разработка теоретических основ методов противодействия современным формам информационной войны. Хотелось бы отметить, главное в этой работе, что автор предлагает новый математический язык и инструменты для создания более эффективных и защищенных систем обработки информации. Эта тема сегодня является очень важной, актуальной. Мое мнение по работе положительное. Я хотела бы обосновать, почему. Актуальность. Работа выполнена не в отрыве от жизни. Она велась в рамках нескольких государственных научных проектов, что говорит о ее практической востребованности. Суть работы. Автор не просто анализирует угрозы, он разрабатывает конкретный математический аппарат на основе алгебры, теории чисел и работы с конечными полями. Эти сложные методы он превращает в готовые алгоритмы и схематические решения. По сути, это фундамент для создания нового железа, программного обеспечения и устойчивого к современным кибератакам и манипуляциям, что является на сегодняшний день очень важным и актуальным, еще раз подчеркиваю. Научная новизна и самостоятельность. Полученные результаты новые. Это не пересказ известного. Видна четкая авторская линия от постановки задач до конечных инженерных предложений. Новизна подтверждается публикациями в солидных журналах и полученным патентом. Доказательность и надежность. Все выводы сделаны не на словах, а подкреплены строгими математическими выкладками и компьютерным моделированием. Автор показывает, как его методы работают на практике. Качество. Работа представлена в виде серии статей в рецензируемых журналах высокого уровня. Это говорит о том, что научное сообщество уже признало ее качество. Значимость. Работа имеет как теоретическую ценность, то есть развивает новую область на стыке математики и радиотехники, так и практическую. Предложенные алгоритмы и архитектуры процессов могут быть использованы для создания реальных устройств, обработки сигналов и защиты информации. Я считаю, что работа выполнена на высоком уровне, и вывод исследования Бакирова Ахата Серикулы является завершенной, самостоятельной и ценной научной работой. Она соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии, то есть PhD. Предлагаю поддержать ходатайство о присвоении Бакирова Ахату Серикулу степени доктора философии. Спасибо за внимание. Также, если нужно прочитать официальную рецензию, могу его прочитать, потому что председатель сказал, что каждой статье вначале надо дать осмысленный, как-то скажем, ответ, да, почему. Ну, это в официальной рецензии, в принципе, у меня раскрыто, написано открыто. Сейчас я, как бы скажем, выразила свое мнение таким образом. У вас есть замечания, чтобы вам отвечал соискатель? К сожалению, вас не слышу, можете писать в чат, я отвечу.
До этого слышала, теперь не слышу. Сейчас не слышно? У вас есть замечания к соискателю? Как рецензента? Замечаний нет. Хорошо. Снова замечаний нет. Тогда приступаем к следующему пункту. Так. Слово предоставляется научным консультантам. Слово предоставляется научному консультанту, профессору Сулейменову Ибрагиму Есеновичу. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Коллеги, здравствуйте еще раз. Меня слышно? Да, слышу Да, да, нормально. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Хотя она, конечно, определяется официальными правилами. Но, тем не менее, я считаю своим долгом прежде всего всех присутствующих поблагодарить. Я постараюсь быть максимально кратким и отмечу только очевидный факт. Та работа, которую озвучил докторант, соискатель, является частью очень большой работы, которая велась на протяжении последних 15, а может и 20 лет. В конечном итоге вся эта работа была нацелена на становление новой научной парадигмы. В своих работах, с которых мы начинали эту деятельность, нами было продемонстрировано, что та парадигма развития науки, которая окончательно сформировалась в 30-е годы прошлого века, и которая выражается в том, что существует на настоящее время жесткая дисциплинарная структура науки, сегодня, к сожалению, уже перестала демонстрировать свою эффективность. И последнюю точку в этом процессе фактически поставил генеративный искусственный интеллект, который кардинально поменял ход деятельности всего научно-технического сообщества. И, соответственно, в рамках новой парадигмы мы и пытались организовать свою деятельность. Она, разумеется, еще далеко не сформирована окончательно, но уже многие вещи представляются очевидными. Прежде всего, представляется очевидным, что следует говорить даже не о междисциплинарных работах, а о новом интегральном видении мира в целом, возвращении целостности. Вот это является основой новой парадигмы. Она некогда существовала и перестала быть основной в начале где-то 20 века, но сейчас дело идет к тому, что мы снова возвращаемся в положение, которое существовало на рубеже 19 и 20 веков. Если вкратце, речь идет о том, что междисциплинарные барьеры не просто должны быть устранены, а необходимо видение мира как целостности. Докторант, естественно, озвучил только часть всего этого процесса, то, что касалось лично его и что сделал лично он сам. На мой взгляд, его деятельность была очень успешной, поскольку ему удалось вогнать, не побоюсь этого слова, исследования, выполненные в рамках новой парадигмы, в прокрустово ложе того формального каркаса, который существовал и продолжает существовать сейчас, и который сложился в 30-е годы прошлого века. Я считаю, что деятельность докторанта чрезвычайно успешна. Об этом говорит в том числе и высокое значение его индекса Хирша, аж 15. Он входит в топ-1000 научных работников нашей страны, Республики Казахстан, занимает там вполне достойное место. И я думаю, что он действительно достоин присвоения степени. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Далее слово предоставляется зарубежному консультанту Габриэлян Олег Ашавирович, доктор философских наук, профессор, Крымский федеральный университет имени Вернадского. Слушаем вас. Еще раз здравствуйте, коллеги. Хочу поблагодарить. Меня слышно вообще? Да. Надеюсь, что слышно. Да, хорошо. И хочу поблагодарить ученый совет, что пригласили в качестве выступающего. А коллег поблагодарить, что выбрали меня в качестве научного консультанта. Честно сказать, вот этот опыт защиты по статьям, хотя в России тоже это существует, но
такого опыта у меня личного не было, потому что считается, что это одна из сложных форм, вот даже по тем вопросам, которые сегодня прозвучали, соответствие статьи положениям новизны и так далее, так далее. Это здорово, что вы на корпус, значит, впереди советов российских. Я могу это говорить, потому что сам был представителем совета, сейчас являюсь членом различных советов, значит, эксперт Российского научного фонда. То есть вот достаточно хорошо вовлечен в этот процесс. Поэтому хотел просто сделать такое положительное мое мнение высказать в отношении вашего совета. Тем более, когда вы беретесь за очень сложную работу. В каком плане? Значит, вот эта междисциплинарность, она тоже очень многих отпугивает. Как правило, советы отталкивают от себя междисциплинарные работы, значит, чтобы не попасть в какой-то там под резкую критику со стороны комиссии ЮАК по направлениям. Каждый имеет свой паспорт специальности и так далее. И отстаивает чистоту, значит, своих и рядов, и защит и так далее. В этом плане вы большие молодцы. Я считаю, что вот те замечания, которые сделал, вернее, о том, о чем сказал Селимян Ибрагимович, я думаю, что они как раз вот мое мнение лежит в этом русле. Новая парадигма, новые подходы, и мы дальше немножко идем в своих исследованиях. Считаем, что эта проблема междисциплинарности должна быть преодолена в новой парадигме, где естественные и гуманитарные науки должны определенным образом войти в некоторую целостность. Между прочим, это еще в 50-х годах у нас переведена эта работа, значит, Юджина Вигнера «Этюды асимметрии». Он там писал о науке и говорил о том, что, помните, I have a dream. Я думаю, что путь развития дальнейшего заключается в том, что физика и психология каким-то образом, значит, сумеют пожениться. Но это я так перефразирую. Но суть его высказывания была именно об этом. А теперь, собственно, о работе. Я считаю, что, просто так как я как бы доктор философских наук, у меня математическое образование, и вот такой интересный, значит, коллектив сложился. Я благодарен своим казахским коллегам, в том числе и Ахату, значит, которого влекли меня до какого-то времени. Я находился в башне из слоновой кости и хотел писать только работы, значит, авторские, ни в каком коллективе. Философ должен думать и излагать свои мысли, но вы знаете, вот в этой новой парадигме именно коллективы, междисциплинарные работы, это значит прорыв, который может дать серьезные результаты, и вот работа Ахата как раз таки это отражает. Вот предыдущий рецензент говорил о том, что, значит, об актуальности, по сути дела, да, и работа Ахата как раз об этом, как, значит, академические исследования, хорошую такую математику, а по сути дела, вот все рассуждения, скажу как философ, вот работа чем хороша? Она имеет свою онтологию. Она говорит о том, что вот пока мы мы в этой онтологии должны понять атмосферная реальность в нашем смысле, в том смысле, как мы с коллегами обсуждали, а в том числе и с Ахатом, значит, информационно-коммуникативная среда – это объективная реальность, имеющая дуальную природу. По сути дела, то, что делает Ахат, он изучает эту новую информационную реальность. Это такое же серьезное открытие, как изучение вещества, электромагнитных волн. Значит, ну, университет Вернадского, к сожалению, у нас особых исследований нет, но в последнее время поворачиваемся к идеям Вернадского. Мне кажется, вот эта новая реальность, информационно-коммуникативная среда и работа Ахата, значит, он больше математику и выставлял вперед, но она имеет вот эту
онтологичное основание, что позволяет, я уверен, что работа вот этого направления, и, может быть, одна из первых ласточек – это работа АХАТа, значит, в правильном направлении, мне кажется, мы двигаемся. Что я хотел бы еще отметить? Очень важный момент. Вот он говорит о социокультурном коде. Ну, наверное, в такой работе он, значит, меньше на гуманитарную составляющую, но я в качестве онтологии сказал, это то, что туда входит. Очень важный момент, который он отмечал постоянно на протяжении всего доклада, это логика. Значит, многозначная логика, вообще многомерность логики, мерной логики. И тот аппарат, который он предлагает, это большая перспектива. Люди не думают в форматах аристотельской формальной логики. Люди не живут истинно и ложно. Понимаете? Мне недавно понравилась замечательная фраза Маркеса. Видно, писатели и поэты нечто вот из этой коллективного бессознательного подключается и вытаскивает что-то интересное. Фраза звучала приблизительно так, что, значит, проблема понимания не связана с рациональностью, она связана с переживанием. Заметьте, какое сопереживание. Это очень важный посыл, совершенно другое понимание возникает. Почему я это говорю здесь? Потому что, собственно, работа АХАТа как раз-таки вот эта новизна в чем заключается. Раздвинуть представление о том, какие логики могут быть еще использованы. И эти логики, и эта перспектива, мне кажется, вот не случайно я говорю, мне очень нравилось работать с АХАТом. У нас есть совместные публикации. Вообще я считаю, что вот иерархичность это из старой парадигмы. Мы становимся командами сетевыми и приглашаем и в соавторство, и в разные проекты, значит, людей, которые могут принести что-то новое, свежий взгляд. Вот мне те публикации, в которых мы вместе с АХАТом работали, да и со многими молодыми своими аспирантами, молодыми коллегами, даже студентами привлекаем в наши проекты. Очень много проектов реализуем, в том числе и с казахскими коллегами. Значит, именно вот такое сетевое взаимодействие дает, формирует, во-первых, такую расширенную нейросеть, и мы находим интересные решения. И вот те решения, которые в своей работе предлагает АХАТ, мне кажется, это очень-очень эффективно, в этом есть большая новизна. Но, наверное, последнее скажу, вот то, что мною наработано в вот этом коллективе с казахскими коллегами, в том числе и с АХАТом, я сейчас буду, я уже начал это делать, последние 4 года выступаю на, значит, конференции Физтеха. В этом году меня математики пригласили, как раз буду говорить об информационно-коммуникативной среде, и АХАТ же опубликовал статьи в своей статье, и про многомерную логику математикам буду рассказывать, как она отражает те изменения, которые происходят в развитии искусственного интеллекта, в развитии человеческого сознания. Вы извините, я философ, что-то много говорю, могу еще много говорить. Я, ну, как научный консультант, мне нравится его работа, в них есть и новизна, и свежий взгляд. Я поддерживаю эту работу и рекомендую ее защите. Так, спасибо. Вы закончили? Да. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, переходим к обсуждению диссертации. Слово предоставляется членам диссертационного совета и присутствующим. Значит, просьба записываться на выступление ученого секретаря, чтобы можно было мне представлять. Пожалуйста. Кто желает? Можно, да, я начну? Можно, пожалуйста. Посмотрите, начинаем дискуссию. Представляться или... Да, желательно по записи, да. Терехов Алексей Геннадьевич, Институт информационных и вычислительных технологий, приглашенный эксперт, член диссертационного совета. Вот все-таки цель... Микрофон можно? Причем вроде? Работает?
цель диссертационной работы этого уровня – это показать квалификационный уровень. И так принято в большинстве случаев. В данном случае это не квалификационный уровень, и это приводит к некоторому непониманию и каким-то противоречиям, что вот появляются замечания, о которых говорил председатель. И в данном случае, вот первый раз, когда была защита, она была менее понятна. То есть там она шла по обычному структуре, то есть это был кирпич, который обсуждал, который все привязывал, и привязать это действительно сложно, потому что тема информационные войны – это такая тема очень неясная и новая, и вот ставить ее в задачу защиты PhD, такой большой риск, и вот надо так решиться. Вот проще было идти каким-то более простыми задачами. Но понятно, что ученые, так сказать, по сути, специалисты, им скучно делать простые задачи. Они всегда хотят решать что-то такое, что их воодушевляет, и поэтому я вполне понимаю Ахата, почему он взялся за такую сложную тему. Вот сейчас, когда она идет как защита через серию статей, она стала проще и понятнее, потому что у нас появилось два разделения. Есть математический аппарат, защищенный статьями, защищенный рецензиями многих рецензентов, то есть в каждом журнале их там как минимум 4, и это все не вызывает каких-то научных сомнений, а достаточно ли там все хорошо, не пропущена ли там какая-то математическая ошибка. Да, это все становится корректным. И остается вторая часть вот по поводу замечаний, насколько это связано здесь с информационными войнами. Получается, когда у нас есть математический аппарат, это просто инструмент, он может быть применен к любому направлению, где он применим. И в данном случае информационные войны – это просто как вы ведете переменные, как вы их обозначите в этом математическом аппарате. И поэтому вот вопрос, насколько это применимо, это будет упираться, насколько вы грамотно и корректно ведете переменные. И здесь тоже вот каких-то таких принципиальных проблем, что это в принципе неприменимо, как бы они ни возникают. Когда мы говорим о паттернах, неважно где, паттерны это и есть действующие агенты, акторы какой-то динамики. Если это информационные войны, значит это у нас какие-то серии статей, влияния или еще что-то, это паттерны. Как вы их трактуете, так и получаете результат. Если вы обрабатываете какие-то информационные потоки, там, изображения или еще что-то, паттерны будут иметь другой смысл. Но сам мат-аппарат при этом может быть идентичный или близкий. Поэтому вот в данном контексте, как защита серии статей с доказанными математическими выкладками, она выглядит как-то безупречно. Применение к информационным войнам, немножко так выглядит, конечно, необычно, но принципиально невозможно, надо сказать, что она применима, допустим, к изображениям, к информационным потокам, а к информационным войнам неприменима. Доказать такое положение едва ли возможно. Она и применима и туда, к любому сложному объекту, имеющему множество переменных и сложную динамику, этот аппарат применим. Поэтому мне кажется, что тут, защита, сама работа выглядит необычно, но это же хорошо, как предыдущий Олег Аршавирович сказал, что действительно все меняется, и социальные становятся области, появляется потребность их более описания новыми мат-аппаратами. Да, это, конечно, так. Если мы посмотрим на общее состояние мира, то вообще, так сказать, волосы шевелятся. Поэтому действительно информационные войны становятся актуальными, и вот действительно они определяют очень многое сейчас. И поэтому работа, мне кажется, в очень перспективном, важном направлении. Мат-аппарат, сложный, применимый. И, то есть с моей точки зрения, как мне кажется, что работа вполне хорошая, такая, не совсем, может быть, революционная, но очень-очень такая инновационная. И мне кажется, что она вполне заслуживает присуждения ей, так сказать, соответствующей запрашиваемой степени PhD. Все, спасибо. Так, спасибо. Еще есть желающие коллеги? Пожалуйста. Да, разрешите, я тогда представлю тоже свое мнение по поводу работы докторанта. Я профессор Рижского технического университета. Я давно уже знаю команду, которая здесь представляет работу. И хочу поблагодарить за приглашение участвовать в этом интересном научном эксперименте.
И мне очень близок подход к тому, что действительно работа выполнена на стыке междисциплинарных, вот, и ее невозможно просто по-другому представить, и она актуальна тем, что мы живем действительно в таком многогранном мире, и мы не можем отделить отдельно математику, отдельно философию, отдельно психологию. В общем, я буду коротко, потому что, к сожалению, я нахожусь на конференции, у меня скоро доклад. Поэтому, что бы хотелось мне отметить, во-первых, результаты, которые действительно вызывают очень большое уважение, они постоянно развиваются, и отдельные вот математические постановки, алгоритмы до целостно инженерно ориентированной концепции я наблюдаю. И важно, что это не просто какие-то разрозненные публикации, это выстроенная последовательная линия исследований, где наблюдается шаг за шагом вот формирование общего аппарата. И этот аппарат вот связывает и как строгие алгебраические конструкции с использованием цифровой обработки сигналов, архитектуру вычислений и также прикладные задачи телекоммуникационной среды. И отдельно хочу отметить это именно методологическую зрелость этой работы. И если отслеживать вот публикации соискателя, то прослеживается мысль, что многие современные вызовы, особенно вот на стыке вычислений, связи и информационной безопасности, их невозможно корректно решить на границе только одной дисциплины. И необходимо междисциплинарный подход, да, и, значит, уровни теории, алгоритмы и аппаратная реализация. И в данной работе это очень сделано аккуратно, тонко, и это сделано не за счет каких-то общих, да, деклараций, а через конкретные конструктивные решения, которые через формализацию операций, вот, многозначные логики, через модульные и остаточные вычисления, и виден переход к парциальным вычислениям, да, в конечно-полевых структурах и далее к инженерно интерпретируемым блокам обработки. И еще я считаю, что особенно актуальным то, что работа эта попадает в текущий контекст развития генеративного интеллекта. И сегодня часть вот научной рутины действительно автоматизируется, но именно поэтому и возрастает ценность фундаментальных идей и новых вычислительных примитивов, которые задают направление развития этой техники. А также вот идеи по определению выходят за рамки одного направления. Они требуют одновременно понимания вычислительной базы, сигналов и коммуникационных систем, ну и также контуров, да, применения в задачах устойчивости и защиты. И в целом представленную на защиту работу я оцениваю на достаточно хорошем уровне, оцениваю ее высоко. Вот результаты выглядят перспективными не только для того, чтобы в дальнейшем развивать радиотехнику, электронику и телекоммуникации, но и можно даже смотреть шире, да, это вклад в формирование новой уже алгоритмико-аппаратной основы вычислительной техники для задач следующего поколения. И считаю, что соискатель действительно заслуживает присуждения искомой степени от доктора наук. Все, благодарю вас за внимание. Так, спасибо. Еще раз. Да. Есть еще желающие? Пожалуйста. Да, могу выступить. Головин Ислам Викторович, Севастопольский государственный университет. Я бы хотел высказаться именно как специалист по радиоэлектронике и телекоммуникациям. В общем-то, как работа на соискание степени PhD, данные результаты вполне себе представляют действительно целостную, ярко выраженную работу, в общем-то, и, как видно, отвечающие всем критериям. С этой точки зрения могу сказать, что мне действительно эти материалы кажутся интересными, практически интересными, как хорошая основа, которая может быть эффективно использована для развития современных направлений телекоммуникаций, которые опять-таки ярко выражены в системах 5G, связаны со всеми их особенностями. Также, что немаловажно, для современных технологий радиолокационных, которые работают с очень сложными сигналами,
опять-таки с определенной логикой MIMO, современные средства связи, которые закладываются тоже сложные алгоритмы управления, работы, перестройки частоты, сложные спектры, сложные сигналы, кодирование, защищенное кодирование и так далее, и так далее. И здесь в каждой из современных телекоммуникационных областей вопрос информационной безопасности является одним из самых краеугольных на сегодняшний день, потому что, как показывает современная жизнь, это очень сложное и очень важное направление. Оно связано как непосредственно с обработкой информации, так с обеспечением требуемой помех защищенности, вопросом, наоборот, постановки разного рода помех. Вот в связи с этим математический аппарат, который мы сегодня видели, он на самом деле интересен с точки зрения дальнейшего развития теории, что самое важное, практики современных телекоммуникационных систем. Поэтому я более чем положительно оцениваю представленный результат. Спасибо. Я бы хотел добавить, когда соискатель сделал заявление о том, что хочет выйти на повторную защиту, диссертационный совет... Надо представиться, кто это. Карибаев Бейбит Абдельбекович, постоянный член диссертационного совета. И была формирована комиссия из постоянных членов диссертационного совета. Было сделано заключение. Сейчас позвольте на этапе обсуждения, позвольте вкратце резюмировать это. Комиссия из постоянных членов Совета подготовила заключение по повторной защите диссертации Бакирова, Хацира, Кула, направленное на повторную защиту. Целью было оценить, устранены ли замечания с учетом представления диссертации в форме серии статей по пункту 5.1. Комиссии рассмотрены материалы первой защиты, решение комитета и экспертного совета, апелляция соискателя и обновленная аннотация, а также 6 статей из серии Q1 и Q2 и 1 патент. Установлено в результате в одной из ключевых публикаций по тематике информационной войны соискатель занимает ведущую авторскую роль. По содержанию комиссия отмечает большинство статей, но здесь по порядку, где было представлено, 3, 4, 5, 6 относятся к профильным или близким к профилю направлениям специальности. Одна статья носит фундаментально смежный характер, а одна статья по тематике фактически уходит от тематики, уходит в дизайн, психологию. По теме информационной войны ключевой является обзорная статья, как до этого отмечал соискатель, тогда как остальные публикации в основном формируют теоретико-техническую базу, и их связь тематики информационной войны требует дополнительного пояснения соискателя. По устранению замечания комиссия считает, что по уровню научной проработки, публикационной базе и наличию постановки и примеров достигнут значительный прогресс. И существенная часть замечаний может быть признана устраненной. Итоговый вывод комиссии: при переходе к защите в форме серии статей соискатель в значительной степени учел ранее высказанные замечания и сформировал публикационный пакет, который по объему, уровню и научному содержанию соответствует требованиям пунктов 5.1. При этом комиссия обращает внимание на тематическую неоднородность части статей, считает целесообразным обсудить на открытой защите, в какой мере фундаментальные смежные результаты могут быть засчитаны как теоретические основы методов противодействия современным формам информационной войны. Окончательное решение относится к компетенции диссертационного совета в полном составе. И вот таким образом было сделано заключение. Спасибо. Так, хорошо. Принято. Еще кто желает? Пожалуйста, присоединяйтесь к дискуссии. Отзыв можно, да? Кто желает, нужно только представиться. Пожалуйста. Предоставляем слово. Можно? Представляемся, идет запись.
Добрый день, уважаемые коллеги. Эльвира Кадылбекқызы, заведующая кафедрой телекоммуникационной инженерии. Хочу отметить работу Бакирова Ахата Серикулы. Докторант во время выполнения диссертационной работы показал себя как целеустремленный, хочу подчеркнуть, очень воспитанный, дисциплинированный и трудолюбивый исследователь. Работа над диссертацией отличалась высоким уровнем сложности и научной новизны, что потребовало глубоких теоретических знаний и серьезной аналитической подготовки. Во время учебы в докторантуре Ахат Серикулы параллельно у нас вел дисциплину цифровой обработки сигналов, который в конечном итоге показал результат в диссертационной работе. Мы на кафедре несколько раз заслушивали работу. Работа очень сложная, тонкая. Хотим его поддержать. Мы дали свой положительный отзыв, рекомендации свои. Желаю удачи вам, Ахат Серикула, и прошу присвоить Ахат Серикулы. Спасибо. Да. И хочу поблагодарить, конечно, здесь присутствует зарубежный руководитель, отечественные руководители, немаловажна их роль. Хотелось бы отметить и рецензентов. Айнур Жумаканну приятно видеть, Саулет Тухсанну. Спасибо всем за огромный труд. Хорошо. Есть еще желающие? Так. Если нет, то обсуждение будем считать завершенным. Приступаем к следующей части. Значит, слово предоставляется, заключительное слово нашему соискателю. Вот. Ну, максимум 10 минут. Так, хорошо, сейчас тут маленькая накладочка у нас. Так, давайте так сделаем. Так. Нет, почему? Заключительное слово сейчас дает. Нет, в конце после озвучу. Предложение создать счетную комиссию. Счет, не знаю, что тут. Ну ладно, сейчас хорошо. Так. Уважаемые коллеги, хорошо, открытая часть защиты диссертации завершена. Переходим. Открытая часть защиты завершена. Переходим к закрытой части заседания Аттестационного совета для проведения тайного голосования и принятия заключения совета. То есть просьба приглашенным и соискателям временно покинуть зал, а времени объявления результатов мы сообщим дополнительно. Спасибо. Терехов Алексей Геннадьевич и Нургизат Иркабулган Самитулы. Есть ли другие предложения? Нет. Если нет других предложений, ставлю на открытое голосование состав счетной комиссии. Кто против? Онлайн подключенные слышно? Саулет Оксана, Айнур Жумаканна. Да, все слышно. Елена Владимировна, она включилась. Кто за состав счетной комиссии? Кто за? Кто против, кто воздержался? Давайте, кто против? Поднимите руку, кто против. Кто-то ясно будет. Кто воздержался? Значит, все за, принято. Значит, прошу членов счетной комиссии приступить к работе. Ученый секретарь, прошу выдать бюллетени для тайного голосования. Так. Уважаемые коллеги, прошу председателя счетной комиссии огласить результаты тайного голосования. Так. Уважаемые члены диссертационного совета, официальные рецензенты, позвольте ознакомить с протоколом заседания счетной комиссии. Протокол номер 1. Заседание счетной комиссии по распределению обязанностей между членами счетной комиссии, избранной диссертационным советом по направлению 8D062 телекоммуникаций, радиотехника, электроника и телекоммуникации от 6 февраля 2026 года.
По распределению обязанностей между членами счетной комиссии постановили председателем счетной комиссии избрать Розалию Санош-Тавергену, членами счетной комиссии Терехова Алексея Геннадьевича и Нургиза Теркевлан Саметула. По результатам работы счетной комиссии составлен протокол номер 2. Прошу разрешить ознакомить. Протокол номер 2 заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом по направлению 8D062 телекоммуникации, радиотехника, электроника и телекоммуникации от 6 февраля 2026 года. Состав избранной комиссии Розалиева Санош-Тавергена, Терехов Алексей Геннадьевич и Нургиза Теркевлан Саметула. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Бакирова Ахата Сирикула на соискание степени доктора философии PhD по направлению подготовки 8D062 телекоммуникации, радиотехника, электроника и телекоммуникации. Присутствовал на заседании членов Совета 5 членов диссертационного совета офлайн, 4 онлайн, в том числе специалистов по профилю рассматриваемой диссертации 3, рецензентов 2. Тайное голосование проводилось через Google форму в онлайн формате. Голосовали 9. Результаты голосования по вопросу о ходатайстве перед Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Республики Казахстан для присуждения ученой степени доктора философии PhD по специальности 6D071900 радиотехника, электроника и телекоммуникации Бакирова Ахата Серкула. Ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии PhD 9 голосов. Направить диссертацию на повторную защиту нет. Отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии PhD нет. Недействительных бюллетеней не имеется. Председатель счетной комиссии Розалиева Санош-Тавергена, члены комиссии Терехов Алексей Геннадьевич и Нургиза Теркевлан Саметула. Прошу состав диссертационного совета принять к сведению. Хорошо. Спасибо. Есть ли замечания по работе счетной комиссии? Если замечаний нет, ставлю на голосование. Кто за, чтобы утвердить протокол номер 2 счетной комиссии? Ремжан Сергеевич, честно говоря, вот онлайн участникам абсолютно ничего не было слышно. Во-первых, кто-то громко дышал, во-вторых, все время пропадала вот эта ваша трансляция. Поэтому я не могу даже вот сейчас сказать, каковы результаты голосования. Будьте любезны, пожалуйста, повторите при нормальной записи и при нормальном включении, при нормальном интернете. Потому что я абсолютно ничего не услышала, я писала об этом в чат. Кто-то громко дышал, пожалуйста, еще раз повторите результаты голосования. Савлет Оксана, теперь слышно? Савлет Оксана. Савлет Оксана, слышно? Да, теперь слышно. Пожалуйста, будьте заново. Озвучите вот это все. Савлет Оксана, теперь слышно? Да, теперь слышно, спасибо. Хорошо, я сейчас тогда заново ознакомлю вас с протоколом счетной комиссии. У нас, прошу прощения за техническую заминку, у нас микрофоны, наверное. Так, протокол номер 1. Заседание счетной комиссии по распределению обязанностей между членами счетной комиссии, избранной диссертационным советом по направлению 8D062 телекоммуникации, радиотехника, электроника и телекоммуникации от 6 февраля 2026 года. По распределению обязанностями между членами счетной комиссии постановили председателем счетной комиссии избрать Розалиеву Санош-Тавергену, членами счетной комиссии Терехова Алексея Геннадьевича и Нургиза Теркевлан Саметула. Протокол номер 2 по работе счетной комиссии. Протокол номер 2. Заседание счетной комиссии, избранной диссертационным советом по направлению 8D062 телекоммуникации, радиотехника, электроника и телекоммуникации от 6 февраля 2026 года. Состав избранной комиссии Розалиева Санош-Тавергена, Терехов Алексей Геннадьевич и Нургиза Теркевлан Саметула. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Бакирова Ахата Серикулы на соискание степени доктора философии PhD
по направлению подготовки кадров 8D062 телекоммуникации, радиотехника, электроника и телекоммуникации. Присутствовало на заседании членов Совета 5 членов диссертационного совета офлайн, 4 онлайн, в том числе специалистов по профилю рассматриваемой диссертации 3 и рецензентов 2. Тайное голосование проводилось через Google форму в онлайн-формате. Голосовали 9. Результаты голосования по вопросу о ходатайстве перед Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Республики Казахстан для присуждения ученой степени доктора философии PhD по специальности 6D071900 радиотехника, электроника и телекоммуникации Бакирова Ахат Асерикулы. Следующее. Ходатайство перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии PhD 9 голосов. Направить диссертацию на повторную защиту? Нет. Отказать в ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии PhD? Нет. Недействительных бюллетеней не имеется. По итогам тайного голосования, 100% единогласное голосование – это ходатайство перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии PhD. Прошу принять к сведению, есть ли вопросы по работе счетной комиссии. Так, спасибо. Все повторяем, да? Ну, сейчас все слышно, да? Да, спасибо большое, было все Ну, вот замечательно слышно от начала и до конца. Хорошо, спасибо. Спасибо У вас вам. есть ли замечания, если вы не слышали, по работе счетной комиссии? Да снова сейчас По работе счетной комиссии замечаний нет. Так, ну, так давайте, кто за, чтобы утвердить протокол работы счетной комиссии, поднимите руку, примем голосованием. Все, протокол принят. Счетной комиссии. Так. Потом до решения, по-моему, у нас туда. Нет, это вот как раз это и есть решение, утверждение протокола, вы ознакомливаетесь с Ну, решением. пришли решение мы объявили, да, в общем-то, да. Ну, хорошо. Слово Да. соискателю. Слово предоставляется соискателю. Спасибо большое всем присутствующим, председателю и членам диссертационного совета, рецензентам за то, что очередной раз поддержали меня, помогли. Чуть-чуть сложноватенько было. Я, честно говоря, не сильно готовил речь, потому что больше переживал о самозащите. Поэтому хочу поблагодарить всех от чистого сердца. Чуть-чуть рефлексировал над темой вообще сложившейся ситуации с повторной защитой. Единственный, наверное, положительный плюс в этой ситуации, который я вижу. Когда-то давно еще, когда я учился докторантом, Эльвира Кадылбековна говорила, что вот планируется открытие у нас своего отдельного диссовета, что я буду там первой ласточкой. В итоге так и получилось, правда, чуть-чуть с опозданием, но очень рад, что в нашем собственном диссовете я вот первый защитившийся. Спасибо большое всем. Ну, спасибо всем. На этом заседание диссертационного совета считается закрытым. Поздравляем с успешной защитой. Спасибо за то, что позвали.